Идея отправлять абхазских школьников в семьи Кабардино-Балкарии появилась у министра просвещения Ханы Гунба 11 лет назад, когда она была директором Гагарской средней школы номер 1. Идею поддержал председатель Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Сергей Яхагоев. И вот спустя столько лет в Сухуме прошла встреча организаторов проекта и его участников. В Гагарской первой школе была заложена очень интересная традиция. Она родилась в результате нашего общения с Сергеем Казбековичем, когда мы решили, а это было 11 лет назад, мы решили группу абхазских детей отправить в Нальчик в семьи наших братьев и тем самым заложить традицию куначества. Первыми участниками такого проекта были ныне взрослые граждане нашей страны. Несмотря на то, что прошло достаточно много лет, эта история оставила дружеские, братские взаимоотношения в сердцах, в ваших сердцах и в сердцах тех, в чьих семьях вы были. Главной целью проекта было познакомить молодых людей из Абхазии и Кабардино-Балкарии, погрузить их в традиционную среду, показать им культуру и обычаи республик. Сегодня дети, которые тогда приняли участие в проекте, уже взрослые люди и с теплотой вспоминают дни, проведенные в кабардино-балкарских семьях. В первую очередь хотим сказать огромное спасибо за такую возможность. Я до сих пор помню ту семью, в которой я жила. Я надеюсь, может быть, они увидят это видео. Семья Харзинова, огромный привет вам. Спасибо большое за такие теплые воспоминания. Всю дорогу от начала нашей поездки до конца не было у нас каких-то трудностей, страха. Вы говорили то, что вот у вас на душе скребло то, как нас отправили или что. Но я хочу сказать, что мы с хорошим настроением уехали, с хорошим вернулись, с такими теплыми воспоминаниями. И честно, сложно что-то добавить, потому что только позитивное и положительное осталось от этих историй. Мы много увидели, когда жили в семьях, то тепло, которое они нам дали, ту культуру, которую они нам показали. На самом деле мы увидели, насколько мы схожи во всем, насколько у нас культура взаимосвязана. И, наверное, это вот у нас в крови, и сложно это отнять. Поехали туда, нас в нашей братской республике встретили просто на высшем уровне. Когда любой, даже мы когда у ребят в семьях жили, мы же выходили во двора, в футбол играли даже с ребятами. Узнавали, когда что мы с Абхазией, все это двойной почет. Однозначно, кроме позитива, ничего, с теплотой на сердце всегда вспоминаем. От своего лица хочу вам искренне сказать спасибо. На самом деле такие поездки должны продолжаться, и традиция эта должна возобновиться, возродиться, так скажем. Потому что начало было уже положено, чтобы дальше мы по той же тропе двигались. Может, когда-то мы даже в том же самом составе поедем к тем же самым ребятам с удовольствием. Инициатива куначества должна быть продолжена. Такое мнение выразили участники встречи. Только через общение можно сблизить молодежь двух братских народов, уверен Сергей Яхагоев. Меня спрашивают, скажите, пожалуйста, вот что надо делать, чтобы мы были ближе? Я говорю, ничего такого не надо. Надо ездить друг к другу, и все. Да. Наших детей к ним. Вот мы друг друга знаем, а наши дети друг друга не знают. Так не пойдет. Наоборот, если мы дружим, наши дети должны друг друга знать. Мы же тоже не вечные. Они будут продолжатели. Вот они. Вот сейчас они сидят, я говорю, какой гордость у них сейчас, как и у меня, как и у нее. Поэтому я считаю, что это очень правильно, надо заниматься, куначество это должно быть. В завершении встречи Сергей Яхагоев вручил грамоты семьям Екатерины Гулия и Наиля Цкуа за то, что они воспитали достойных представителей абхазского народа. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Раму Камкия, Абхазское телевидение.